Не просто рассказать, но и показать в фотографиях и письмах. 442 дня длилась битва за Кавказ. Одна из самых длительных и кровопролитных в годы Великой Отечественной. Сотрудники музея этой теме уделяют особое внимание. Они занимаются поисками информации об участниках войны, делятся своими знаниями и архивами со всеми, кто заинтересован в раскрытии этой темы. Советские войска одержали победу в битве за стратегически важный регион. Эта битва вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, успешно проведенных на обширной территории в сложных условиях. Особое место в Кавказской битве занимала Малгобекская оборонительная операция. Ожесточенные бои шли в течение 4 месяцев. Город 14 раз переходил из рук в руки. О тех страницах истории рассказывают не только сотрудники музея, но и сами дети. Доклады, стихи, сценки. Ребята готовились ответственно. Раз всего прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и старый, и мал, кто познал войну и кто не знал. Мать узнала сына в тот же миг и принесся материнский крик. Алексей, сынок! Спикеры делятся. Исход Малгобекской оборонительной операции оказал очень серьезное влияние на результаты боевых действий. Внимательно слушают научных сотрудников и ученики среднего звена. До этой темы на уроках истории они еще не дошли. Страшные цифры и примеры героических поступков наших земляков. Несмотря на юный возраст, школьники понимают, какой ценой далась победа. История Цара 13 лет назад, 8 октября, за мужество и стойкость указом президента Российской Федерации Малгобеку присваивают почетное звание «Город воинской славы». А уже в этом году установлена новая памятная дата России – 9 октября, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году. Большое значимое мероприятие у нас. Мы должны воспитывать свою молодежь на патриотическом уровне. Это учащиеся должны знать историю своего народа, своего края. И я надеюсь, это будет польза для наших учащихся. Такие мероприятия для нас имеют огромное значение, так как они серьезно отличаются от обычных уроков истории или просто открытых уроков, так как музей предоставляет нам иногда даже уникальные материалы, о которых мы даже не имели иногда представления. Это первый год празднования новой памятной даты. Сотрудники музея намерены ежегодно организовывать подобного рода мероприятия. Хава Гагиева, Асхаб Белкиев, Новости 24.